Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка посетил Чеченскую Республику с рабочим визитом. Встречи, ключевые решения и новые задачи в нашем выпуске. Абсолютно большинство социально-экономических показателей, они входят в первую десятку Российской Федерации. Это лучше. Поэтому Чеченская Республика динамично развивается. Развитие горных территорий, строительство новых объектов и поддержка предпринимателей. Эти вопросы обсудили на выездном совещании под руководством председателя правительства Республики Магомеда Даудова. Под руководством главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова проводится системная работа по развитию инфраструктуры, экономики и социальной сферы в горных территориях. Советник главы региона Усман Байсултанов стал магистром шариатских наук. Он успешно защитил диссертацию в одном из самых престижных исламских университетов мира – Аль-Азхар. دالهر عثمان سنة تقوش خل باش باكيجي علمنا ومحكا صوبوخش علما شورقي صودولش علما ثاني الله دالهر محكا بيشبرك داخل ليلوينا. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка посетил Чеченскую Республику с рабочим визитом. В рамках поездки он направился в православный храм в Грозном, принял участие в церемонии награждения, провел рабочую встречу с главой региона. Подробности в следующем сюжете. Рабочая программа полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки началась с посещения православного храма Архангела Михаила в Грозном. Полпреда сопровождали председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и заместитель председателя правительства региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Юрий Чайка передал в дар епископу Грозненскому и Сунжинскому Амросию икону. Также ему представили макеты нового православного храма, который строится в новом районе столицы республики. Главой были построены несколько храмов. Вот станица Наурская, это один из первых храмов был построен. Вот. В центре станицы, там уже прямо на берегу озера, комплекс целый построен. И дом священника. Все глава строил, да. Вот. Тут уже он расписан, и тоже палец иконостас. Великолепнейшая просто роспись. Юрий Яковлевич, 17 православных религиозных объектов в республике функционирует. Да, причем мы гордимся такой практикой, когда у нас в республике, только у нас в регионе, одним комплексом строятся мечети, православный храм рядом. Рядом с аэропортом на территорию Российского университета спецназа, буквально рядом православный храм и мечеть. В рамках рабочей поездки Юрий Чайка провел торжественную церемонию награждения. Он вручил главе региона Рамзану Хаджи Кадырову благодарственное письмо полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Такой же высокой награды удостоен и Магомед Даудов. За особые заслуги в повышении боеспособности вооруженных сил Российской Федерации, высокий уровень профессионализма, проявленного при решении задач, особой государственной важности награждаются благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. Благодарственными письмами также награждены представители различных сфер деятельности, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе награждаются Ахухаджиев Оливий Андиевич, машинист экскаватора, Лигострой. По завершении церемонии Юрий Чайка пообщался с журналистами. Он отметил устойчивую положительную динамику развития Чеченской Республики, подчеркнув, что по многим социально-экономическим показателям среди субъектов Российской Федерации регион входит в первую десятку. Достижений очень много в Чеченской Республике. И Чеченская Республика одна из лучших в Российской Федерации. Как раз на встрече двусторонней с Рамзаном Ахматовичем буду об этом говорить. Абсолютно большинство социально-экономических показателей, они входят в первую десятку Российской Федерации. Это лучше. Поэтому Чеченская Республика динамично развивается. Мир и покой Чеченской Республики. Затем состоялась рабочая встреча Юрия Чайки с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализацию ключевых проектов и выполнение задач, поставленных президентом России. Полпред подчеркнул, что сегодня Чеченская Республика является одним из лидеров не только Северокавказского федерального округа, но и страны в целом.
Уважаемый Юрий Яковлевич, я рад вас приветствовать в Грозном. Наш федеральный центр наладил эффективное взаимодействие, в том числе и благодаря вам. Вы постоянно оказываете нам братскую помощь, и вы всегда долгожданный гость нашей республики. Во-первых, большое спасибо за возможность посетить вашу республику. Я с большим удовольствием это делаю, потому что действительно Чеченская республика – это флагман не только в нашем округе, но и, по сути, в Российской Федерации. Вот я сейчас приведу ряд цифр, которые говорят об этом. В течение последних 6 лет индекс промышленного производства не опускался ниже 102% и превышал среднероссийские показатели. В январе-мае текущего года он сложился на уровне 107,7, почти 108%. С 20 по 25 год объем строительных работ в регионе вырос более чем в 4 раза, превысив 190 миллиардов. В то же время общероссийские показатели увеличатся только в 2 раза, а у вас в 4 раза. Полпред также высоко оценил вклад Чеченской Республики в достижении целей и задач специальной военной операции. Естественно, я очень благодарен за ваш вклад в специальную военную операцию. Вы действительно сегодня в округе, мы на вас только опираемся. Очень достойно делаете свою работу. Я очень благодарен Роману Захватовичу вам, потому что ваша команда, вы как лидер работаете отменно очень. Кроме того, Юрий Чайка сообщил о предстоящем важном событии в духовной жизни региона. По всем субъектам Северокавказского федерального округа провезут частицу посоха пророка Мусы Мириму. Скоро мы повезем частицу посоха пророка Моисея в целом по Кавказу. Я очень благодарен за вашего муфтия, и он выступил великолепно на встрече. Это было принято решение, что частица посоха пророка Моисея пойдет по всему Кавказу. Это будет как раз тот самый цементирующий момент, религиозный прежде всего, который объединит все народы. На самом деле, комфортно здесь у вас. Вы молодцы. Спасибо большое. Молодцы. Спасибо за поддержку, за отношения. Все наши результаты, благодаря вашей участию. Мы будем стараться делать все для того, чтобы в первую очередь мы победили, в последующем людям дать достойное проживание. Для этого у нас есть все условия. Если идти вперед, то получится результат. Действительно, только движение вперед может нам помочь во всех этих делах. В завершении встречи Юрий Чайка поблагодарил Рамзана Хаджи Кадырова за теплый прием и пожелал Чеченской Республике дальнейшего успешного развития. Седа Хасиева, Адам Арсункаев, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Чеченской Республике продолжается комплексное развитие горных территорий. Строительство жилья и социальных объектов, модернизация инфраструктуры и поддержка предпринимательства стали основными темами выездного совещания под председательством премьер-министра региона Магомеда Даудова. О результатах работы в следующем сюжете. Открывая совещание, председатель правительства республики Магомед Даудов отметил, что развитие горных территорий остается одним из приоритетных направлений. Комплексный план включает 349 мероприятий, строительство и ремонт социальных объектов, дорог, развитие инфраструктуры и поддержку предпринимательства. Утвержден и реализуется комплексный план, включающий 349 мероприятий по 2 ключевым направлениям. Первое – развитие горных территорий. И второе – поддержка малого и среднего предпринимательства. Запланировано строительство и ремонт объектов образования, социальной сферы, ЖКХ и дорожной инфраструктуры, а также реализация инвестиционных проектов, предоставление субсидий, грантов и льготных кредитов субъектам предпринимательства. В целом, под руководством главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова проводится системная работа по развитию инфраструктуры, экономики и социальной сферы в горных территориях. Сегодня мы обсудим промежуточные итоги реализации плана мероприятий по итогам первого полугодия текущего года. Об основных экономических показателях доложил заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. По его словам, в регионе сохраняется положительная динамика развития малого и среднего бизнеса. По итогам первого полугодия 2026 года завершено строительство 9 объектов. Сроки на общую сумму 624 миллиона рублей. Сроки завершения работ по основным объектам в соответствии с графиками конец 2026 года. Кроме того, в горных районах республики в 2026 году предусмотрена реализация 91 проекта и мероприятий в сфере развития туризма, электроэнергетики, сельского хозяйства и торговли на общую сумму более 22 миллиардов рублей, из которых уже реализовано, создано 37 рабочих мест.
Всего в реализацию инвестиционных проектов на территории горных районов за 6 месяцев текущего года вложено 3 миллиарда 531 миллиона рублей. В Шатойском, Шаройском и Итумкалинском районе продолжается строительство жилья, модернизуется коммунальная инфраструктура, благоустраиваются населенные пункты, развивается дорожная сеть и строятся социальные объекты. Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпулаев, работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. В рамках исполнения поручений главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в 10-м секторе ведется работа, направленная на ускоренное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Итумкалинского, Шатойского и Шаройского муниципального районов, а также системное повышение качества жизни населения на территории горного района. Так, по итогам 2025 года по вводу жилья наблюдается положительная динамика. В 3 муниципальных образованиях 10-го сектора введено 31 827 квадратных метров, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года, предыдущего года, что составляло 22 330. О ключевых показателях социально-экономического развития Шатойского района сообщил глава муниципалитета Руслан Акаев. Социально-экономическая ситуация в районе. Площадь района составляет 87 626 гектар, население района 22 808 человек, в составе района 19 сельских поселений, 37 населенных пунктов. Трудовые ресурсы района 13 665, численность работников составляет 3018 человек, жилищный фонд района составляет 3697 домов, общей площадью 467 760 квадратных метров. Общее количество дворов 3233, семей 4631. По основным статистическим показателям, согласно данным Чеченстатс, за январь и апрель 2026 года в районе наблюдается положительная динамика. О ходе реализации проектов в Итумкалинском районе доложил глава муниципалитета Альберт Рабуев. По его словам, в районе продолжается развитие социальной и инженерной инфраструктуры, реализуются проекты по благоустройству территорий и модернизации коммунальных сетей. 2026 год объявленный главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом горных районов и развития субъектов малого и среднего предпринимательства принес Итумкалинскому району значительные преобразования. Ключевым драйвером этих изменений стала инвестиционная деятельность. В районе сформирован реестр 19 инвестиционных проектов с общим объемом бюджетной инвестиций около 1,5 миллиарда рублей и созданием 70 рабочих мест. Наибольшую динамику демонстрирует туристическая отрасль. В Шаройском районе продолжается реализация проектов по развитию инфраструктуры и поддержке предпринимательства. По словам главы муниципалитета Рамазана Магомедова, работа направлена на создание новых рабочих мест и развитие экономики района. В 2026 году в рамках года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства реализуется 2 инвестиционных проекта на общую сумму 22 миллиона рублей. В соответствии с созданием 3 рабочих места. Многоквартирный дом селения Химой, 4-этажный одноподъездный 8-квартирный. Стоимость проекта 14 миллионов. И создание одного рабочего места. Национальный торговый центр селения Химой, двухэтажное здание под магазин. Стоимость проекта 8 миллионов. Создание 2 рабочих мест. По итогам совещания Магомед Даудов обозначил ключевые задачи и дал ряд поручений. Главный акцент на своевременной реализации всех мероприятий, плана и соблюдения установленных сроков выполнения работ. Ломали Мусаев, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Советник главы Чеченской Республики Усман Байсултанов с отличием защитил магистерскую диссертацию и получил степень магистра шариатских наук в одном из самых престижных исламских университетов мира – Аль-Асхар. После завершения учебы в Египте он вернулся на родину. В международном аэропорту Грозного его встретили советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, командир полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике Замит Чалаев, а также родные, близкие и друзья. Сюжет Седы Хасиевой. Не каждый день в аэропорту Грозного встречают человека десятки людей. Сегодня здесь собрались родные, друзья, коллеги и близкие, чтобы встретить советника главы Чеченской Республики Усмана Байсултанова. После многих лет учебы и научной работы за рубежом он вернулся домой, получив магистерскую степень шариатских наук.
За этим достижением годы обучения, исследовательской работы и изучения исламских наук. Свой путь Усман Байсултанов начал много лет назад, постепенно углубляясь в изучение религиозных дисциплин. Магистерскую диссертацию с отличием он защитил в одном из самых престижных исламских университетов мира – Аль-Азхар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Угга халга хасна бо Аллах далла, ва ябусу нишколларна. Шол хасна бо Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уммата ва колларна. Цудиан доштдин ва хакачерна. Тахвая каири дагли Египте ва дагли цаха ма йоршошолу. Хижашка илм аам дубо гушар. Цацхин шейнавай. ويتاحت عدغلي أحمد حاجي دالغاز وتقول دويت ونترى يوشلو إنستيتوت ياحا يشقي قرن استلا تيجا يلشمو عليه الصلاة والسلام وين دوزيتين دوشتل دين عامور جمع السما سوهر دريتي ألا تيجي كإيردا نستلير ويهيت تعريج تدوش نستلا تيجا دوشتل حلا أصول الفقه أول شلشل قدمت ياحا ماجستراتورا زرشيتير إذا تديل قنخيتم وبصلنا دوعنش يورد خوشنا وشه وزويش بوش بوشنيا دوعنشسا سутяхат хаки амхилла тигарат адерзан истела. Усман Байсултанов известен не только своей научной и религиозной деятельностью. Он активно занимается благотворительностью и с первых дней принимает участие в гуманитарных инициативах по оказанию помощи жителям Палестины. Усмана, что векельвина Палестина абусумна хана ва Ахмад Хаджи дала газот قبول دول تنصرف فونديره ساعد عقاش وشا وكلوين سجع اشتغازن جو بلغش بيشاو اوت و قدسنا فلسطين عبوش بوش بوسمنا خنا لوش خيل دوشتوش داقنا اشتاج او تيجرش علمنا خز بركل اولش بتشحن حدايتين دوشت الخبرادو الله دال ديكنس بيقم بولق وليرمي بتشحنا قران والله جوش وشو رمضان حجين دال هر عثمان سنة تقوش خيل باش با كيجير علمنا ومحكا صوبوخش علما جورقي سودولوش ار جدا غير توش دوشتل ظلم جهل النواجست يغاتوخش علما ثاني الله دال هر محكا بيش بيرك داخل الليل وينه علما تحتوخ وين غودش وين بتشح تحتن يخبرنا وستي خز أجدوش بالجناح بصورسي دش حباغش بر هين تسحيشق يقين تهني تسوق شو تحتن أرض ملوى الجنة صندوق شمال الجنة مثلا بركة ديريز على الوردوسونا تقشت وين قوما بيركتي والشيء سوى أرسونا دخل ظلمدو تقديريز خلق شونا صن أرض ملوى الجنة اشتيدك سأرسل. Развитие религиозного образования остается одним из приоритетных направлений в Чеченской Республике. За каждым таким достижением годы обучения, научной работы и стремления применять полученные знания во благо общества. Седа Хасиева, Адам Арсункаев, Мансур Испаилов. Неделя. Первый выпуск воспитанников медресе ас-Солихин состоялся в Грозном. Дипломы и сертификаты получили около 50 выпускников. Среди них дети в возрасте от 3 до 8 лет, а также взрослые воспитанники старше 15 лет, прошедшие обучение по различным образовательным программам. Сюжет Ломали Мусаева. Как и любое богоугодное дело, церемония вручения свидетельств выпускникам медресе ас-Солихин начинается с чтения суры из Священного Корана. С приветственным словом к собравшимся обратился кади Ахматовского района Абдулхалим Ахмадов. Он поздравил выпускников с успешным окончанием обучения и подчеркнул важность получения религиозных знаний с раннего возраста. تون كيلو حتى تون غونشي وش هي غونشي وش أو بوسودين ورغلا شيء حلفي وش وشيخ صالح حجي وش أتى هنا داش أقوي مخكع دهوة كندوش توش إذا أنت دقيقي مشروش وران دقا عامش مناه وش حال داش مجدك توش داش حجة توش
كل أيرنش بولشة دوجها نعمتي بيتي حتى بيلشتون عدلش. В этом году обучение в медресе успешно завершили 48 человек. Свидетельство об окончании курса получают не только юные мутаалимы. Вечерние занятия в медресе посещали и взрослые, которые изучали чтение священного Корана. حقيقة حجر شيخ كأحكام بسطيرتها ديل كوبان قرآن عمي محمد الله عليه خير الله تو قيحش تكون عمص تكون تعرض صورش تكون ديك ناوصل دين كان تو محمد يقوزع مسنا ديل رسول الله مسير دل تعب بركتيل. По словам директора медресе Магомеда Муталипова, первый выпуск – это важный этап в развитии учебного заведения и результат совместной работы преподавателей и самих учеников. الصالحين أولشوا الحجة دحرة شقة وبسكنا أولشتوا هم خلي وبسكنا حتى أنا شوست برخ بير ديش ديش كحجر أرديلي الصالحين بوشتجا ديل رزبين بول ديك نخ بولدو حق حجر شو ديل رزبير بولو ديك نخ بغاش قيوش تقوي حق حجر شو قمل هيك شنا ديل رزخيل دا ديك أنس بيخان بول هرا احتون شوي بين والوي باتش حنا ديل رزخيل تون غديش تون تيش من أغسطس الحوش والوي مفتي سالة حاجة ديل رزخيل حق حجر أو بيش بق قيم شبو ونداش حق حجر ديش احتوبو ديش اتو خلاريتر وقاوك шаду дюш шаду массана дер сел далтах беркатиё. Первый выпуск позади, но для этих ребят это не финал, а только начало большого пути к новым знаниям. И уже совсем скоро в стенах медресе появятся новые ученики, которые продолжат эту традицию. Ломали Мусаев, Адам Арсанукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. Искусство, которое сохраняет историю и объединяет поколения. Государственная галерея имени Ахмата Хаджи Кадырова уже много лет остается одним из главных культурных центров Чеченской Республики, внося значительный вклад в сохранение и популяризацию национального художественного наследия. Здесь представлены произведения известных художников, проходят выставки, творческие встречи и просветительские мероприятия. О том, чем сегодня живет галерея и какие экспозиции она предлагает посетителям, в следующем материале. Государственная галерея имени Ахмата Хаджи Кадырова – один из важных культурных центров региона. Она названа в честь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, чье имя связано с возрождением региона и сохранением его духовных и культурных ценностей. Сегодня галерея бережно хранит и популяризирует художественное наследие, открывая его жителям и гостям республики. Празднуется 75-летие со дня рождения великого сына чеченского народа, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который внес огромный вклад в развитие разных сфер жизнедеятельности нашей республики. И в первую очередь это, конечно же, и культура. И вот эти слова, которые были им сказаны, что без культуры нет нации, стали лейтмотивом к тому, что уже начиная с 2010 года началась масштабная реорганизация, реконструкция, масштабное строительство объектов именно культурного наследия. С этого самого момента были восстановлены и приведены в должный вид разные учреждения культуры, среди них, конечно же, и Государственная галерея имени Ахмата Хаджи Кадырова. Государственная галерея была создана в 2010 году. За годы работы она стала одной из главных выставочных площадок республики. Экспозиции размещены в двух выставочных залах общей площадью 525 квадратных метров. Здесь представлены работы известных художников России, а также копии мировых шедевров, переданные фондами «Культурное наследие» и «Научное партнерство» Владимира Карцева. Государственная галерея имени Ахмата Хаджи Кадырова ежемесячно обновляет выставочные экспозиции из произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников с Северного Кавказа и России. На постоянной основе здесь представлены произведения известных и талантливых художников Чеченской Республики. Коллекция галереи постоянно пополняется, и многие произведения по праву считаются уникальными. В фондах предметы живописи, скульптуры, графики, произведения народного и декоративно-прикладного искусства отечественных и зарубежных мастеров. В основном направление – это реализм, то есть академический реализм. Здесь представлены работы графического отделения, то есть тут есть и графика, и живопись. Работы студентов Академии Репина, Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. То есть здесь представлено около 100, даже больше
и живописных картин, и графики. Галерея давно стала не просто выставочным пространством. Здесь проходят творческие встречи, культурно-просветительские мероприятия и экскурсии. Через искусство посетителям рассказывают об истории, традициях и духовных ценностях, формируя интерес к национальной культуре и художественному наследию. Мы приехали в Дагестан, а не в Чучуповой части. Мы тут проездом оказались и попали в галерею. Именно просто посмотреть на картины, на выставки, какие тут есть. Лично для меня выставка оказалась интересная по большей части из-за крепости. Некоторые картины, точнее некоторые авторы особенно запомнились, у них какой-то свой особый подход и стиль, и можно прямо их выделить, скажем так, из толпы. Ну а так буквально все картины, пропитанные колоритом Кавказа, очень красивые, и техники красивые, краски. Вообще, я, к сожалению, не так разбираюсь, чтобы говорить очень красиво, но впечатления они оставляют в любом случае. Сегодня Государственная галерея имени Ахмата Хаджи Кадырова открыта для всех, кто интересуется искусством. Она является участником программы «Пушкинская карта», благодаря чему посещать выставки могут и молодые люди. Галерея продолжает развиваться, сохраняя культурное наследие и оставаясь одним из важных центров художественной жизни республики. Хава Ахмадова, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Многофункциональный центр красоты и здоровья «Феникс» в Грозном провел благотворительную акцию «Мир добрых сердец» для детей с инвалидностью и их мам. В течение дня специалисты из разных городов России бесплатно проводили приемы, диагностику и индивидуальные консультации. Семьи смогли получить помощь врачей, остеопатов, мануальных терапевтов, массажистов, физиотерапевтов и других специалистов. Родители выразили благодарность организаторам за внимание и поддержку, отметив высокий уровень оказанной помощи. Задержка речи, так скованность, прикус неправильный был. Уже с первого раза я вижу результат. Девочка стала более спокойнее. Прикус чуть-чуть поправился, но над ним еще нужно поработать. Так, результат еще к тому же бесплатный хул иш. Чо дохул ходу из это бейш инвалидшана, чо поддержка хол из масера тарома цахоли. Сучо резюка, да рез хелсан. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.